сразу вы начали шуметь и сразу полная посадка? Сразу полные посадки пошли. Мы создавали это пространство для друзей, как называли, а потом для друзей, друзей. Кто такие? Сразу! Здесь стояло на самом деле 9 дискошаров. Важно понимать, сколько квадратов ты берешь и сколько каждый квадрат должен приносить тебе. Аудитория тоже растет, у них ценности тоже другие становятся. Всем привет, друзья! Как я говорила, я фанат своих партнеров. И сегодня мы будем в гостях у моего тоже партнера, основателя самого модного, классного бара «Китай-город» у Надежды Чой. Пойдемте познакомимся и узнаем, как все начиналось. Надя, посмотри, какое классное пространство. Это у нас в Якутске? Да, в Якутске, в Китай-городе. Надя, расскажи, как получается создавать такие классные пространства? Не знаю, какого-то свода правил нет. Все идет, во-первых, от души и от насмотренности в целом, думаю. Это летняя веранда Китай-города. Китай-города, да. Ага, Надя, ты основатель Китай-города, да? И, наверное, всех волнует первый вопрос, как мы с тобой стали партнерами? Наверное. Расскажи, когда я тебя вербовала. Все думают, что мне крупно повезло, и я с этим согласна. Спасибо. Ага, я с этим согласна, потому что мы с тобой встретились как раз-таки в очень судьбоносный период именно проекта «Китай-город» самого. Очень резко. Маша написала мне сама, собственноручно. Я была просто в шоке, потому что я тогда только начинала свой предпринимательский какой-то путь серьезный. И вот можно сказать, что я осталась замеченной тобою и откликнулась именно на твое входящее сообщение. Да, это было Инстаграм. Да, это был Инстаграм. Да. И помнишь, тогда был период еще как раз, как бы локдауна. Да, коронавирус только начался. Да, коронавирус начался. Проект «Китай-город», он уже существовал. Он уже существовал. Он был в небольшом формате, да, он существовал, но уникальность ваша тогда была в том, что в 30 квадратов вы могли вы делали такую атмосферу создавали, что люди вот так битком стояли. Вообще, изначально, когда мы создавали сам проект «Китай-город», конечно, мы думали в первую очередь об атмосфере. И я думаю, что получилось именно создать то пространство, где человек чувствует себя, во-первых, возможно, принятым, открытым, потому что у нас в городе очень сложно воспринимаются истории, когда столики стоят друг к другу очень близко, и все эти, так сказать, установки в голове жителей нашего города мы очень хотели стереть. Хотели сделать как в центральных городах России. Именно на тот период, как раз-таки перед созданием идеи проекта «Китай-город», мы съездили обучаться в Москву, где этим Хурма. Да, Хурма инсайдер, Гоша Карпенко, Дмитрий Левицкий. И поехали к ним учиться. И тогда зародилась как раз-таки идея чего-то маленького создать именно в нашем городе. И изначально мы отталкивались еще от локации, именно должно быть в старом городе. В старом городе? Да. Почему старый город? Потому что иногда у меня есть такое тохтиль-рибли, немножко провидец, да, того, что это место с историей большой в нашем городе, и оно должно современниться день как пространство, потому что, как еще живут другие старые города, в других городах тоже так же, да, то есть заходят разного рода бизнесы. Здесь еще и стояли заведения наших друзей, которые рядом Олхака, эти Буро, Смолтолк и так далее. И в это время очень хотелось именно в этом комьюнити быть и создать что-то другое, что-то новое в суперсовременном формате. И так и получилось в 30 квадратах делать.
Ну, Надя, это общий зал, да? Общий зал. Ага, здесь что происходит, какие зоны есть, ага, какие смыслы здесь заложены? Ну, основной зал, большая люстра. У нас здесь стояло на самом деле 9 дискошеров когда-то, потому что мы про классные вечеринки, которые проходят 2 раза в год. Эта люстра привезена из города Алматы, из... Сейчас скажу, квартиры бабушки, которой 76 лет, короче, мы ее купили за 10 тысяч рублей. У бабушки? Да, у бабушки, да. Короче. 76 лет? Да. Такая люстра? Да. Вообще. Да. Ага. Зал небольшой, он здесь около 60 посадок, вот, но поделено на зоны более такие человые зоны, да, где у окна тоже прекрасно, самые любимые места гостей у окна, вот, круглый стол, комьюнити-стол вот посерединке, который крутится как в настоящих китайских ресторанах, Когда все сидят и можно кушать разные блюда, крутя друг другу, да? Да. Ага. В общем, конечно, если смотреть все пространство, очень много всяких отсылок есть внутри. Интерьер не такой прям вычурный, он простой, но сделанный с душой. 30 квадратов, да. Первые вложения, как вообще к этому пришли, как нашли помещение, как это было? Вот вы молодые ребята, да, недавно закончили университет, да, где-то работала, как это все происходило? Сама я окончила финансово-экономический институт, менеджмент организации, то есть можно сейчас сказать о том, что я работаю по специальности своей, управлением занимаюсь. Тогда, находясь на практике, бывает же практики когда-то в студенчестве, я проходила в Газпромбанке практику, и я поняла, что я не могу работать, короче, в такой атмосфере, в таких историях, о том, что когда ты принадлежишь к очень многим отделам там и так далее. И тогда сразу пришло очень большое желание именно начать заниматься своим делом. И хотелось делать того, чего нет у нас в городе, то есть новаторство, да, со стороны новаторства. Внутреннее такое. Да, внутреннее именно такое дикое желание было. Конечно, нужно начинать все равно с малого, да, сразу с ноги не заходить. Больная тема. Да. Ага, сразу с ноги не заходить. И тогда пришла идея открыть корнер в парке и в городском парке. Тогда был проект «Аллея», и этот проект дал мне очень большой толчок вот к будущему проекту, в котором мы сидим. Он дал очень много социальных связей, да. Вроде бы ты открыл просто точку в парке, где по идее, но тогда нас заметили даже на уровне архитектуры города Якутска. Потому что это было совсем другое. Да, совсем другой корнер. Да. Подача продукта другая была, смыслы там были. Да, заложены. И мы работали там сами внутри прям. И здорово выросли на этом проекте. Сколько заработали? Тогда у нас оставалось, именно после сезона, оставалось на счету около где-то 800-900 тысяч рублей. То есть, за лето. Да, то есть это остатки, которые уже были, мы закрылись, то есть уже типа выхлоп, который был. Тогда мы вообще типа ничего не умели там считать и так далее. И я решила вложить эти деньги. В первую очередь в знания, потому что я считаю, что без знаний идти в неведомое не стоит. Нужно учиться. И тогда вот за эти деньги практически на часть этих денег я поехала учиться в Москву. И затем, приехав сюда, то есть не приехав сюда, даже находясь в Москве, мы попали в заведение в Чиха. Это прекрасный проект, который сильно вдохновил, и мы решили вот его интерпретировать именно в якутском формате. Сразу, приехав сюда, начали искать помещение, получается. И это помещение, которое был первый Китай-город, он был супер маленьким. Для наших как раз-таки амбиций и идей, мне кажется, там все сходилось, поэтому тоже супер судьбоносно получилось найти его. Прям очень легко нашли, это не как сейчас искать, да, локации. Тогда так и легко нашли и зашли туда, то есть из остатков денег, которые у нас оставалось, и плюс я еще взяла потребительский кредит и открыли тот Китай-город. Тогда по вложениям вышло где-то 1 200 000. 1 200 000. Да, тогда вышло так. На 30 квадратов. На 30 квадратов. И сразу вы начали шуметь, и сразу полная посадка. Сразу полные посадки пошли.
А как вот полную посадку достигли? Ну, то есть там же было много все равно маленьких проектов, которые хотели что-то давать новое. Вот как это, с чем вы зашли, что сразу народ пришел? Ну, я считаю, что, конечно, все началось с продукта, потому что мы уже умели работать с кухней, да, находясь в парке, у нас еще и Туспа отдельно была кухня, да, как производство и так далее. И, конечно, создание продукта внутреннего, что мы там будем продавать. Началось все с вкусной еды. У нас есть партнер еще Гриша, который, да, очень тесно связан с Азией. Он жил в Китае и очень любит вообще Южную Азию саму, и поэтому решили вот его какое-то видение упаковать именно вот в такой продукт и атмосферу, как Китай-город. И мы рассказывали об этом открыто, очень в маленьком своем блоге делилась, как мы все это делаем и так далее. И это действительно откликалось. И энтузиазм, да, вот то, что двигает именно начинающих предпринимателей, чисто на энтузиазме и желание вот сделать что-то классное, вот прям душа горела, понимаешь, прям мы находились там сутками, вообще только думали об этом. И, конечно, такой проект всегда находит какой-то отклик со стороны, со стороны гостей. Вот. Так и создался у нас комьюнити. Мы создавали это пространство для друзей, как называли, а потом для друзей, 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 друзей. И так и у нас создалось вот вокруг проекта какое-то классное комьюнити, о котором мы уже говорили и уже рассказывали как использовали как инструмент маркетинга уже. Вот, но это комьюнити уже здесь, да, и еще его больше, много, да. Уже 6-й год. Уже 6-й год. Китай-город радует нас и наш город, да, и самые классные вечеринки в Китай-городе. Да. Это факт. Это факт, да. Вообще, на самом деле, ты же в бизнесе не одна, а с мужем вы вдвоем предприниматели же, да? Да, мы вдвоем. С Дуоланом, моим мужем, да, вдвоем. Ага. И его путь как? С тобой он шел или параллельно? Как вы шли? И параллельно, и со мной. И параллельно и с тобой. То есть очень... аллея вместе? Да, вместе делали. Ага, аллея вместе. Идея была моя, потому что мы родили ребенка. 2 года я скиталась по парку, ну, как это назвать, да, все мамочки гуляют по парку. И тогда была моя прям внутренняя боль того, что я не могла там есть, не накормить ребенка, ничего такого не находилось. И поэтому с этой боли, то есть, зародилась идея сделать самим корнер. И Дуолан именно выступал человеком, который выстраивал коммуникации, то есть находил место, людей нужных, которым вот воплотились бы мои какие-то идеи. И вот он такой человек, и вместе с ним... Реализовывал. Да, реализовывал, и при этом он сам тоже очень креативный. Он сам очень современного взгляда человек, молодой человек, да. Какой-то матч, короче, в общем, создался между нами, такой коллаборацией, да, партнерской. Партнерской, такой семейной, да, вы друг друга поддерживаете. Да. А Китай-город это уже твой, получается, ты уже отдельно с Гришей, с другом. Да, но изначально Дуолан тоже был, но у нас возникли проблемы в отношениях, когда ведешь вместе какой-то проект, то есть... все равно есть какой-то доминатор. И по природе своей, как сказать, женщины, да, все равно есть такие роли, гендерные роли мужчин и женщины. Как мне кажется, я немножко, возможно, гасила в каких-то моментах, и так делать нельзя, не стоит, то есть это ведет только к разрушению и краху всего. И поэтому, то есть в одночасье мы решили то, что нам не стоит работать вместе, то есть управление именно вести. А так он, конечно, является сейчас моим основным человеком, с которым я в первую очередь советуюсь, в первую очередь делюсь какими-то даже советом. В первую очередь, конечно, у меня стоит Дуолан. Но вы, получается, решили параллельно делать разные проекты. Разные проекты, да. Параллельно. Да. И вот здесь вы решили осознанно, что ваши пути очень осознанно. расходятся с точки зрения бизнеса, но вы внутри, конечно, как бы одна команда. Да. Точно. Да. Да, потом про Китай-город, да, уже как взросление Китай-города, да. В той локации сколько проработали? Мы проработали недолго, где-то месяцев, полгода где-то проработали. Всего лишь полгода. С экономической точки зрения, если сейчас понимать, он особо не отбился, вот не успел
но он Мгм. стал именно той ключевой точкой, Да. которая дало именно пиар Да, для да, для вашего продукта, для да. вас, в первую очередь. Вот также я узнала про Мгм, вас, да, то мгм. есть мне говорят, что есть ребята уникальные, 30 квадратов метров, Мгм. народу битком каждый день, и в будни, и в выходные. Я даже, знаете, я даже не была там. Мгм. Кто такие? Сразу, сразу написала, давай, Надя, встретимся. И я, ну так как человек, который любит, обожает талантов, да, я сразу такая, Надя, давай вместе что-то откроем. Но я же не носитель концепции, да, и я сразу вижу, когда человек есть носитель концепции, который может создавать и открывать. И для меня огромная благодарность, и вот я всегда Мгм. благодарю, что я являюсь соучастной, Мгм. да, в создании чего-то классного, Мгм. проекта большого, да. И мы вот уже в этот большой проект зашли Зашли. как Ага. партнеры. Как партнеры, Да. да. Какие самые сложные моменты здесь были? Если так вспоминать, на самом деле все пошло как по маслу где-то. Мгм. Если сейчас вот смотреть. Но на тот момент, конечно, к масштабу идти, то есть 30 квадратов либо 200, это очень большая разница, для чего ты делаешь. Тем более еще объект здесь, да, очень сложный. Ни коммуникаций инженерных, Ни света. ни света, да, ни воды, ничего нет, только локация, и как бы с ней нужно было поработать. Мгм. Я бы, конечно, сама не смогла с этим справиться, да, если бы Вместе, да. да, вместе не вы. Вот здесь вот это была самая первая большая проблема, с которой мы столкнулись и никогда с таким особо и не сталкивались. Помнишь, когда минус свет подключали? Да. И помните, Зимой. минус Мгм. 41 градус, Мгм. что ли, да, и вот и Кусэнерго подключает, и они говорят, если было минус 42, или 43, все, вы бы остались без света на месяц, да, и ровно один день. Один день Здесь решил, да. что погода так не постояла, что сразу к Новому году Китай-город открылся. Да, 26 декабря он стартовал Мгм. здесь. И я помню этот момент, вообще ужасно стрессовый был. Вообще я была изнеможена, и ужасно выгоревшей. Потому что, когда, я же говорю, да, разница все равно, когда ты управляешь 6 людьми и 30 квадратами, это одно, а когда 200 квадратов и уже больше 10 людей, это совсем другое. Мгм. Да, поэтому мы учились на опыте. Да. Все решалось по мере наступления, как говорится. Да. И меня всегда восхищает то, с каким отношением ты относишься к команде, к продукту, да, ты всегда что-то новое делаешь, Мгм. всегда обновляешь, всегда это видишь, всегда улучшаешь продукт, да, то есть у тебя постоянно идет процесс улучшения продукта, Мгм. да, и вот поэтому, наверное, Китай-город до сих пор и будни, и вечером всегда полная посадка. Откуда черпаешь Мгм. идеи? Мгм. Ну, я считаю, что вообще заведение, да, это все равно как твой дом. Мгм. Представь, что через твой дом каждый день проходит 200 людей, и оно все равно как бы и не только устает, но и Мгм. в плане того, что аудитория тоже растет, да, у Мгм. них ценности тоже другие становятся. И мы же все равно служители своих гостей. Для них нужно создавать условия и ту самую атмосферу, которая бы была актуальна, была нужна, закрывала потребности. Поэтому, то есть, и нужно идти в ногу со временем, я думаю. Мгм. И так и о команде тоже так же говорю, да, всегда. То есть мы улучшайзеры, мы новаторы, внутри мы трендсеттеры. И все эти какие-то идеи, я не скажу, что типа я откуда-то их черпаю, это просто внутреннее желание, очень, очень сильное внутреннее желание. И так можно оставаться надолго на плаву, да, то есть с точки зрения бизнеса и долгосрочной стратегии. Мгм. Тогда это вот то, что у тебя внутри сидит, да, Мгм. то есть то, что ты все время хочешь новое давать, улучшать, развивать, да, то есть это вот такая внутренняя у тебя, встроенность, да, Желание. желание. Мгм. Давай тогда сейчас поговорим про успешный успех, Мгм. да, Мгм. какие Моя есть любимая тема. любимая тема, да. Раскрой эту тему, как ты на все это смотришь? Все думают, что это
ну, предприниматели. Деньги просто лопатой крепут, успешный успех. Для меня успешный успех — это когда ты нашел свое место в нынешнем отрезке своей жизни. Это не про люксы, бренды, про какие-то вот именно материальные, возможно, моменты, да. Потому что, наверное, тоже исходит из внутренней ценности. У меня нет цели личной капитализации и так далее, да. Именно я смотрю только с точки зрения проекта самого, что он может произнести нового именно в глобальном формате самого города, республики. И я думаю, что это у нас получилось. И вот это вот для меня про успех. Как раз-таки про результат. Да, про результат, да. И не очень все равно относиться к успешному успеху нужно легко. И когда рассказывают истории свои, вот как я сижу, рассказываю про свой путь там, и так далее, да, это немножко, возможно, выглядит романтизированно и так далее. Но внутри этой романтизации настолько вот глубокой работы, столько много моментов, когда ты ломался, возможно, где-то портил, не знаю, отношения и так далее. Внутренних трансформационных работ очень много, и вот в предпринимательстве именно вот это вот мне очень сильно нравится, когда ты растешь очень быстро, когда осознание очень приходит быстро. В общем, вот это вот все для меня про классный, успешный успех. Это немножко про другое. Да, жизнь предпринимателя, вот как он растет, как он развивается, как он меняется, как этот, тебе нравится. В положительную сторону именно. Ага, да, тебе нравится. А про факапы? Да, но самая такая тема сложная для предпринимателя, да, когда ты видишь, там, вот этот проект там удался, получился, да, но это же не всегда так, да, то есть про эти моменты. Какие выводы, что явилось? Вот ты, когда в проект идешь, в любом случае думаешь, что веришь, что это продукты. И внутри же ты тоже не менялся. Ты же хочешь все классно сделать, да, но что-то не получается. Про это расскажи, пожалуйста. Вообще у меня таких моментов было несколько на самом деле, если сейчас посудить. И масштаб этих факапов, то есть зависит от масштаба, насколько ты сломаешься на самом деле. Именно в эквиваленте денежном, там, энергетическом. И к таким факапам, как оказалось, я отношусь, возможно, тоже опять-таки с легкостью и с большим принятием. И только сейчас, конечно, я это осознаю. Самый большой факап, конечно, был алматинский проект, на который мы зашли, тоже с большими амбициями, как говорится, и надеждами, но не получилось. Не получилось, ну и как бы пошли дальше. Сейчас уже совсем другие планы. Ну, возможно, сейчас говорить легко об этом, но я столкнулась на тот момент со своим жестким эго. Внутренним большим, сильно сломалась внутри, но как бы мне сейчас говорить об этом супер легко, потому что каждый факап, оно, даже если не ты факапнул, да, со стороны все равно бывает факапы, даже типа вот когда подводят, возможно, какие-то арендодатели, либо там со стороны персонала, либо, да, бывают все равно тоже ошибки, за которые ты несешь какие-то издержки. Но это же очень такой амбициозный был проект. Да. И в то же время вот ребята из Якутии приехали в другую страну. Ну, то есть приехать, ладно, там с чемоданом денег, это одно, да, а когда еще нет, это деньги, которые надо, вот для меня тогда было, вот я помню, поражалась вашей, ну, то есть такой находчивостью, гибкостью, да, то есть вот эти деньги, это же другая валюта, кредит с банка перевести в другую страну, да, это же капец было сложно, это же такой прям уровень, просто приехать в другую страну, не с наличными, а вот прям по счету все это там, все в чистую, все в чистую, все это организовать, это таким прям мощный же был такой, мощный большой шаг, предпринимательский. Вот этот шаг вообще для меня на самом деле несложный. То есть, типа, открыть что-то в другом месте, возможно, не знаю, страна, город, вот это одно. Если сейчас посудить, это на самом деле просто. Если вот сложить как бы 2 × 2 и хорошенько распланировать, то есть все равно получается. А вот
после открытия адаптировать этот проект, а потом его вести, вот это вот есть самая ужасная сложность, которая есть, и когда твои какие-то мечты и планы не реализовываются, и с этим сталкиваться, это прям... Больно. Да, с глазу на глаз с такими историями встречаться, это очень больно, действительно, то, что изнутри ломает. Но проект на самом деле получился, я считаю, если сейчас подумать. Он получился, он тоже получил отклик. У нас собралось также хорошее, классное комьюнити, да, с которыми мы сейчас тоже на связи. Но были именно ошибки, заложенные, как сказать-то, именно с точки зрения бизнеса. Старта бизнеса, да. То есть это было не масштабирование, если подумать проект «Китай-город», это было про стартап, то есть начать его с нуля просто. Понятно, что он как бы уже какая-то модель была, но ее интегрировать в другую местность как бы в принципе невозможно. Это все равно начинать как с нуля. То есть это и деньги, да, и знания, и совсем другое, все другое просто. И все аудитория другая. Потребности совсем другие. И самая большая ошибка именно в этом проекте лежала именно в выборе локации. Да. Если бы мы были меньше, вот, допустим, да, на 100 квадратов меньше размера, да. Да, и я считаю, что мы бы сейчас отлично бы работали. То есть он бы уже давал бы какой-то выхлоп. Вот сейчас он начал бы уже давать что-то. И это самая большая ошибка. Вот когда открываешь заведение, важно понимать, сколько квадратов ты берешь и сколько каждый квадрат должен приносить тебе, условно, денег самой истории. Вот эта вот ошибка сейчас... самый большой урок, который стоил много-много миллионов. Да. Господи, когда-нибудь все станет. Да, когда-нибудь пойдет. Да. И самое главное, вот в предпринимательстве, что же самое важное, благодарить себя за то, что ты пробуешь и делаешь, да? Потому что если бы не пробовать, не делать, то и ничего, и результатов других нету. Если сидеть и бояться, а сейчас у тебя уже такой опыт есть, и понимаешь, что так-то так. Как принималось решение закрыть проект? Какой стал такой ключевой точкой, что все? Вообще, я люблю просить помощь всегда, как человек. Да, я люблю обращаться возможно, к профессионалам, там, либо к другим предпринимателям, которые имели такой опыт. И люблю делиться и разговаривать. И об другого предпринимателя, либо какого-то профессионала ты действительно начинаешь видеть с другого ракурса какой-либо вопрос. И тогда я поговорила с Линой Дмитриевной. Это был просто 20-минутный разговор, когда я поняла, что как бы уже пора, чтобы не копать дальше яму себе из долгов и так далее, потому что произошли большие кассовые разрывы. То есть я выстроила стратегию, как из этого выходить, и, в принципе, так сделать, чтобы хотя бы остаться в каком-нибудь плюсе. Просто села и начала рисовать. Я еще очень люблю рисовать и писать и так далее. Разные выходы. То есть вообще я помню 5 листов, которые вот разные выходы рисовала. И ключевым вопросом именно от Лины Дмитриевны как раз-таки было того, что мы же считаем, да, вот дебет с кредитом сводим каждый месяц. И она говорит, какой минус ты себе можешь позволить? То есть, а какой нет? Вот этот вот последний месяц сколько тебе даст минуса, вот, чтобы ты приняла решение, в общем, все. Я говорю вот столько. Ну, скажи, что прям минус сколько? 2,5 миллиона тенге, это минус 500 тысяч рублей, если считать, да, то есть если он будет давать уже последний месяц такой, потому что мы уже минусили 4-й месяц, и долго вот так вот тянуть между собой было сложно. И закрывать, то есть, да, со своих денег, отдавать зарплаты, отдавать за аренду уже начали и так далее. Не дай бог, если бы он еще начал высасывать с проекта, который здесь работает, который является нашей опорой. Это он же давал развитие, да, тому проекту, питал его тоже в какие-то моменты. И чтобы здесь тоже все не начало стагнировать, было принято решение вот закрывать этот проект. Вот, из-за именно прям такого минуса. Но при этом я понимаю, что проект ресторанный, он не может давать сразу
первых месяцев какой-то Да. плюс, выхлоп и так далее. Это вообще, в принципе, невозможная история, да? Если нет уже сформированного там бренда и так Да, далее, заходить да. на новый рынок, абсолютно, который уже поделен, Уже поделен, да, и оттуда кусочек урвать, где огромная конкуренция, где есть монополисты. Да. Да, это, в принципе, возможно, да, кажется невозможно. Нужны ресурсы, чтобы выстоять, выстоять и уже по последующем как бы... Дополнительные инвестиции, Да. дополнительные бюджеты на маркетинг, да, и все это очень важно учитывать и рассчитывать. Да, это точно. Мы сейчас тоже проходим этот этап. Проходим этот этап. Сейчас какие планы, Надя? Сейчас планы внутри ребрендироваться, то есть, потому что нам уже 6 лет исполнится, и нужно чуть-чуть освежиться. В плане с точки зрения ценностей внутри самого проекта, потому что аудитория растет, внутри команды наша растет. В команде же у нас много кто работает тоже с самого начала, и их ценности тоже внутри поменялись. И именно ребрендироваться с точки зрения смыслов, чтобы он дальше пошел, да, как проект сам. И внутри мы создаем новые продукты, на B2B рынок хотим выйти, именно по части там полуфабрикатов и так далее. Потихо сейчас шагаем, то есть сейчас уже к масштабированию идем очень даже грамотно, все с расчетами, с расписанными гипотезами, заложенными небольшими средствами. Как-то вот так вот, на таком потоке, в общем, хочется развиваться. Потихонечку, да, чуть-чуть. уже новые ниши пробуешь, да? Да, новые ниши можно распробовать, потому что когда уже бренд сформирован, и есть какие-то продукты уже, которые любят люди на протяжении многих лет, то есть его можно интерпретировать в другом виде и уже, возможно, начать продавать, то есть на другие аудитории. На другие аудитории, уже выйти на другие рынки, да? Да, возможно. Да. Ну и алматинский проект мы не оставляем, то есть я не закрывала там компанию, просто заморозила, потому что внутренние амбиции тоже хотят добиться своего, потому что я человек упорный, как бы Козерог. во мне это как бы не сломать, не сломить. В общем, сейчас есть кое-какие планы, тоже видение, да, уже немножко с умной головой. Уже с опытом. Да, уже с опытом. То есть Алматы я сама очень люблю, прекрасный город. Тоже, возможно, дальше будем пробовать все равно. Надя, расскажи, вот такую прекрасную девочку, такую креативную, да, вообще, кто родил, где ты училась, как это все у тебя сформировалось, вот такая девочка, умница. Недавно я ездила на встречу поколений в свою школу. Я закончила Бардикстярскую среднюю общеобразовательную школу номер 2. То есть я сама с Горного Улуса. Вот. Окончила там школу, то есть родилась там, окончила школу и только после окончания школы переехала в город. Ну, когда вот студенческие времена. Мои родители тоже обычные люди. Моя мама работала всю жизнь, практически всю жизнь, да, половину жизни именно в части бухгалтерии, вот, в компаниях. И немножко тоже предприниматель. Папа мой творческий человек, он строитель, вот, и тоже работал на себя. Вот, у него была тухтилерия. Пилорама, в общем. Пилорама, да, цех, да? Да, цех у него был. И он, как это сказать, строгал, в общем, брус для жителей Бердикстяха. Ну, то есть, как бы вот это дух сам на себя, ну, как бы предпринимательский уже было в семье. Ну да, возможно, это было, типа, у меня в голове то, что так можно. Так можно. Да, то есть мне никогда родители не говорили, что нужно закончить учебу, устроиться на работу, выйти замуж, родить ребенка. То есть, типа, какой-то складной схемы такой не было. И я всегда была с детства очень самостоятельной. Мои родители очень молодые. Мама меня родила в 17 лет. То есть, и я росла в такой среде, когда я сама всегда принимала какие-то решения. То есть никто никогда меня
как говорил, не душил там. Не направлял. Да, да, и направления как такового тоже не было. Но всегда поддерживали. И до сих пор поддерживает мама. Вот, поэтому именно очень благодарна своим родителям. Ага, в семье вас сколько? В семье нас двое, у меня есть сестра. Вот мы совсем противоположные люди. Моя сестра врач-узист. Врач-узист? Да, она окончила ординатуру, вот совсем в этом году недавно получила второй диплом. Красный, да. Если сравнивать со мной, то есть я вообще вообще не врач, не полиция, не учитель, вообще не моя сфера. Не система. Да, вообще не моей истории точно. То есть это было изначально понятно. Вот, и я ездила на встречу поколений как раз-таки в этом году. Очень интересно было попасть в школьные времена. И в своем выпуске я, оказывается, один-единственный предприниматель. То есть я же сама нахожусь вот в пространстве предпринимателей, и ты, оказывается, особо не замечаешь того, что есть как бы... То, что вокруг, да? Да, то, что вокруг. То есть у меня немножко другой пузырь и немножко другое видение мира, да. И тогда вот столкнулась с такой, как Тохтяхави, видением того, что как классно, что есть вот люди, с которыми я выросла, и мы действительно вообще разные все. Хотя мы 11 лет вместе учились, и кто-то сейчас учитель, кто-то бортпроводник, кто-то работает слесарем, кто-то вот... А ты как бы предприниматель. И такое, как сказать, немножко другое, короче, вот видение. И вот это вот подтвердилось того, что изначально с детства, оказывается, у меня такое было. То есть мой классный руководитель тоже сидит и говорит о том, что типа всегда ты была такой. Ты всегда была умной, то есть дальновидной. Свое мнение, да, свое мнение имела всегда была лидером каким-то, всегда вокруг себя собирала людей. И услышать такое, и то есть получать подтверждение тому, что есть, было здорово, то есть и понять, что ты на своем месте. То есть это тоже для меня была терапия, потому что все равно, да, когда ты находишься, вот очень много ничего. Самозванец, да, играет свою роль, да? Да. И кто ты, вот очень бывает ломает такие истории. И было здорово понять, что ты на своем месте. На своем месте, да. И вот про то, что Надя собирает вокруг себя людей, да, то есть я просто вижу, но на самом деле, это вот, наверное, внутри у тебя заложена вот эта энергия, да, которая притягивает, да, вот это классное, у тебя там, что не поездка, что не встреча, что не вечеринка в Китай-городе, оно такое имеет какой-то такой классный вайб, такую энергию. Что ты будешь с этим делать? Как вы его... Мне кажется, если Надя скажет, я собираю туры куда-то, что все побегут. Я делаю туры, почему нет? Я уже делала один тур в Казахстане. Прекрасные девочки собрались, да. Но при этом я не самый общительный человек в мире идей, на самом деле. Я немножко даже иногда такая... возможно, местами интровертная и так далее, да. Сама первой не лезу в разговор никогда. И я сама иногда не понимаю, почему так люди притягиваются. Я при этом не такая, знаешь, вот прям хлеб да соль, там, не знаю, ох, мы благородной души. Ну, я не могу себя так назвать. Но при этом притягиваются классные люди, и мне самой от этого прям... радуешь. То есть получаешь вот эту энергию. Да, социальная батарейка садится и один не бывает, короче. Мне всегда нужны люди, как и в команде, чтобы всегда была классная атмосфера, всегда у всех были хорошие отношения внутри, нормальные, экологичные, понятные, открытые, что с друзьями, что в семье, что с родителями, что с коллегами. Это просто типа основная ценность, которая где-то тоже внутри заложена и откуда-то вытаскивается. Которую несешь миру, да? Да. То, что вокруг создаешь. Да. Все, что дальше... Все, привет! У нас съемки! Подожди! У нас съемки! Ага, ты красивая! Иди, сейчас садись. Да, садись, мы сейчас... Да. Такая красивая!
Да? Так, это все идут кушать, ужинать в Китай-город, да? Да, вот встречаем на Барбар. Халимя никто не заметил даже. Мы думали, что мы тут сидим, чирикаем, да? Вот про... Кстати, я забыла же вопрос про родителей. То есть для начала, для старта твоего предпринимательского пути тебе никто там деньги не напечатал, не дал? Нет, никогда. Нет, это просто собственно сгенерированные деньги. То есть это накопление, это кредитные средства, большинство кредитные средства, именно потребительский кредит, который я взяла на свои плечи и оплатила те деньги. А леопард сколько был? 400 тысяч рублей. 400 тысяч рублей. Да, тогда было заложено, да. Это были тоже кредитные средства, и с продажи, я уже не помню, возможно, машины, что-то такое, в общем, было. Никто никогда не давал средства, нет, конечно. Да, машину не давали? Нет. Для старта бизнеса. Но на самом деле, реально, вот предприниматель, который хочет что-то создать и дает этому миру, у всех на самом деле такой путь. Ребята, никому, нету, никто, чтобы там не дали, вот ты начни свой бизнес, вот такого нет. Это вот внутри, когда человек хочет и что-то делают, пробуют. И не всегда, вот как Надя сказала, да, не всегда это бывает сразу успешно. Не всегда это сразу, иногда бывают факапы, да. Но вот ценность того, что сегодня, Надя, ты поделилась для зрителей, да, для ребят, которые интересуются бизнесом, это про то, что вот шаги показала. Маленькие шаги, вот так попробовать. И вот это называется на самом деле путью предпринимателя. Да, Надя? Который до сих пор длится и будет еще длиться, да. Совет молодым предпринимателям. Совет молодым предпринимателям. Я же сейчас как раз-таки в блоге продвигаю предпринимательство Ди, и я немножко другого мнения об этом. Да. Или наоборот, вот что они должны знать, или вообще туда не идти. Вот как? Туда не идти. Это очень сложно. Шучу. Нет, конечно. На самом деле, в первую очередь, нужно поработать над собой, потому что это самая сложная работа. То есть сложная работа не то, чтобы вести какой-то проект, находить людей, нанимать, открыть и так далее, а вот самая сложная работа в мире — это работа над собой. Вот пытаться соглашаться с собой, побеждать себя постоянно, да, находить внутри какие-то внутренние конфликты, их решать и выходить из этого. И когда вот ты сам с собой в гармонии, у тебя как бы все хорошо и получается, но все равно это проходит через какие-то кризисы и сложные моменты даже. Вот. И главное не сломаться, вообще ничего не бояться, смело шагать вперед. Прям очень смело нужно. Да. Предпринимательство — это всегда про смелость, про риски. Про немножко акары-курдук. Про действия, да? Про действия, конечно, обязательно. Маленькие, большие, любые действия, каждый день. Посмотри, это же еще даже 6 нету. А сегодня вторник, да? Сегодня какой день? Я даже не знаю, господи. Среда, да. Но уже народ идет, да. Надя, спасибо сегодня, что поделилась своей историей. Да, вот на самом деле, я же, как и говорила, я фанат своих партнеров, да, и на самом деле вот люди талантливые, которые носители концепции, которые делают продукт, это вот люди, которые улучшают наш город, нашу жизнь. Спасибо, Надя. Спасибо тебе, Маша.